Вітаю беларусы, вы слухаеце падзеі штотыднёвую праграму пра Беларусь і пра тое, што з ёй звязана. На календары у нас 22 траўня 2023 года. Мяне клічуць Макс Моррисон, моя суудаўца Вероніка Мішчанка. Добрый вечар, Вероніка. Вітаю беларусы, вітаю Макс. І к самому главному событию. О, сёння, дарэчы, цікавы дзень выдаўся у нейкім сэнсе, таму што сёння нарэшце мы даведаліся, што за тое, што ты супрацоўнічаеш з рэжымам, нейкім чынам вось атрымалася так, што Рамана Пратасевіча вызвалілі і ён зараз знаходзіцца на свабодзе. Вось. Давайте паглядзім адразу тое, які каментар, як пракаментаваў гэтую падзею сам Роман. Буквально только что я, соответственно, подписал соответствующие документы о том, что я помилован. И, конечно, просто прекрасная новость. И у меня сейчас много различных эмоций. И я, конечно, очень счастлив. Очень много эмоций, знаете, сейчас даже тяжело сформулировать какие-то конкретные мысли. Но, конечно, наверное, прежде всего я безумно благодарен стране и, конечно, лично президенту за такое решение. И я надеюсь, что дальше будет только лучше. Я выбачаюся, што я так перарваў гэта. У мяне проста пытанне, Вероніка, ты не памятаеш, гэта Роман Пратасевіч казаў пра тое, што у Лукашэнкі там нейкія стальныя яйцы ці нешта накшталт гэтага у интервью там Марку? Честно сказать, там он очень много тогда говорил, и Марков даже не мог его остановить, настолько из него выскакивала очень быстро вся эта информация. Я вот другое обратила внимание, что Лукашенко помиловал его еще 16 числа, это в пуле первого, по-моему, я прочитала, и получается так, что, наверное, когда он там уже в коме был или что, ему какой-то голос сказал: помилуй Протасевича, и, короче, он отправится в ад вместо тебя. А ты останешься живым, потому что с такой гордостью сегодня об этом сообщили, что еще 16 числа, вот первое вот открыл глаза там из комы, да, и он подписал этот указ помиловать Протасевича, услышал это в туннеле, когда летел. Хотя, конечно, эта новость, она, я думаю, никого не удивила. И в прошлый раз, когда суд начался, и до этого в самом начале мы про это говорили, что этот сценарий самый вероятный из всех. Осудить, а потом помиловать. Ну, тут цікава проста тое, вось увогуле, што адбываецца. Я, дарэчы, хацеў працягнуць твою вось гэтую тэзу пра Лукашэнку, якога вось які падпісаў гэтыя дакументы пра памілаванне. Проста мне падаецца, што, мабыць, яго прымусілі. Ну, глядзі, вось гэта нежывое цела, якое валялася ўжо некалькі дзён, яго проста прымусілі, што раптам, ну, не стане чалавека, і што ж тады рабіць? Хто будзе памілаваць Пратасевіча? Бо ён жа пісаў менавіта самому, вось гэтаму галоўнаму, як там, санітарнаму врачу Беларусі, галоўнаму калхозніку і гэтак далей. Тут проста таксама на гэта можна паглядзець трошкі з іншага боку. Вось мне вельмі спадабалася тое, што напісаў Фрыдман. Ён напісаў так. У режима Лукашенко было две возможности уничтожить Романа Протасевича. Физически, отправив его в тюрьму, морально, помиловав его. Власти выбрали второй вариант, уповая на определенный пропагандистский эффект в Беларуси и за ее пределами. Эффекта не будет, а процедура морального уничтожения завершена. Вось, як тебе падаецца? Ну, гэта можаш якраз і сведчыць пра тое, што вось, маўляў, глядзіце, мы ж так клапоцімся пра тых беларусаў, якія вось як пакаяліся і гэтак далей, вось яны пайшлі на супрацу, то бок вяртайцеся дамоў у Беларусь, мы вас тут чакаем і гэтак далей. Гэта можа быць такім сігналам, ці гэта наадварот? Ну, я вось гэтаму не веру. Ну, у сэнсе, вось усяму гэтаму цырку. То бок я б не вяртаўся ў Беларусь, нават калі б і там і акрамя Пратасевіча б некага вось таксама ўзялі. Ну, Васкрасенскага не бяром, ён увогуле ўжо такі нерукапажатны.
Ты знаешь, я вот как раз хочу вернуться сначала к словам Фридмана, потому что когда я прочитала его этот комментарий, я в корне не согласна с этим, потому что Фридман пишет, как бы он отдает все эти, то есть все действия Протасевича, да, все его поведение в руки какой-то системе, которая может сломать, может не сломать, может помиловать. Но я хочу напомнить тем, кто следил за этим всем, да, и кто с самого начала и пришел в протест, и не ожидал, что он окажется, не ожидал, что окажется репрессированным, например, того же Артема Сакова. Там, я просто его знала лично, молодой, очень юный мальчик, который работал сутками, ездил с Тихановским по Беларуси. Он просто снимал и монтировал видео. Он супер был профессионал. И волей судьбы вот 29 числа этот мальчик оказывается за решеткой. Этот мальчик прошел столько уже и получил огромнейший срок. Но почему-то этот мальчик не пошел и не стал мальчишом-плохишом. Поверь, он тоже никогда не думал, что с ним такое произойдет. Он не был ни в каком протесте. Он просто делал свое дело как хороший профессионал. И мы знаем кучу таких людей. И вот сейчас день солидарности с политзаключенными, который отмечался 21 числа, каждая политзаключенная – это женщина. Каждая 10-я политзаключенная – это женщина. И насчет того, что… И сколько женщин из этих политзаключенных написали прошение о помиловании? Это женщины, да, очень много несовершеннолетних. Поэтому нельзя как бы говорить, что это вина там государства, а что бы вы делали на его месте. Каждый выбирает для себя сам, понимаешь? И я думаю, что все с этим согласятся. Каждый из нас выбирает по мере своих сил и возможностей. Но мы видим счастливое лицо Романа Протасевича, и ты знаешь, это он это выбрал. Он мог, конечно, выбрать тюрьму. Понятно, что никто в таком возрасте не хочет, но на его месте и в тюрьмах очень много тех людей, которые просто не предали себя. Ну, а из Протасевича, конечно, сделали такую пропагандистскую куклу, но он сам на это согласился, как и Воскресенский, да, который тоже выбрал позор и вот это свое моральное разложение сроку в тюрьме. И это уже их выбор, это их жизнь, им с ним жить и им с ним разбираться. Меня просто другое, знаешь, удивляет, что когда люди вдруг переворачивают нравственные ориентиры, и они делают из слабых людей, пытаются выстроить какого-то героя. Давай скажем честно, Протасевич не герой, он слабый человек, он выбрал свободу, он выбрал работать на режим. Это его право, это его жизнь. Но не будем делать из него героя. Лучше будем поддерживать тех героев, которые находятся уже некоторые по 3 года. Вот 29 мая совсем тут уже сколько осталось, меньше недели. Первый политзаключенный Тихановский, второй Статкевич 31 мая, вон там Артем Саков, да, вот уже первые политзаключенные, 3 года они сидят. И я думаю, что вот все-таки нужно говорить про этих людей. Ну, а Протасевич, в каждой истории есть свой мальчиш-плохиш. И есть свой мальчишки-мальчиш. Что делать? Ну, так устроена жизнь. Ну, я тут магу ў дадатак толькі сказаць тое, што я не ведаю нават, я не зусім падзяляю твою думку, у тым сэнсе, што я не ведаю, як бы я сябе паводзіў знаходзячыся за кратамі там і гэтак далей, але я ведаю толькі адно, што з рэжымам ісці з ім на нейкую вось, пагадзіцца на супрацоўніцтва я б не змог, таму што, я ведаю, што рэжым, ён заўжды хлусіць, ён робіць толькі так, як выгадна яму. Ён выкарыстоўвае людзей, і яму ўсё роўна на тое, што потым будзе з гэтым чалавекам. Таму вось я прытрымліваюся такой думкі і такой пазіцыі. А вось Барыс Гарэцкі, намеснік старшыні Баш, ён кажа так: мы лічым, што ён асуджаны несправядлівым судом, ён не мусіў быць асуджаны, бо не здзяйсняў таго, у чым яго абвінавацілі. Думаю, улада зробіць усё магчымае, каб ён нікуды не выехаў з Беларусі. Ён так і застаецца закладнікам, хоць і на волі. А вось Ян Рудзік, былы калега Протасевіча па праекце «Нехта», ён кажа так: для мяне гэтая сітуацыя ад пачатку была драматычным спектаклем, таму я не здзіўлюся, калі ўбачу ягоны працяг. Напрыклад, што Раман атрымае візу і прыедзе, скажам, у Варшаву. У любым выпадку ён паднявольны ўладам, і яны могуць выкручваць яго як хочуць. Ён, дарэчы, вось я сёння чытаў тэлеграм-канал Рудзіка, дзе ён якраз такі спрагназаваў яшчэ ў красавіку, напрыканцы красавіка, вось тое, што магло адбыцца. І ён нават сёння здзівіўся, што
што так хутка Пратасевіча памілавалі, то бок ён нават і не мог уявіць, што такое адбудзецца, ну, даволі хутка. Вось. Не знаю, я как раз была более чем уверена, и мы с тобой в прошлый раз разговаривали, я говорила, что, скорее всего, это будет именно этот сценарий, что Протасевича помилуют. Во-первых, мы говорили это не раз, когда вы пишете прошение о помиловании, то есть вы сразу признаете, или вы отказываетесь дать про свои данные правозащитникам, которые и вы остаетесь, и ваши близкие, они остаются политзневоленными, политическими заключенными, то когда вы пишете прошение о помиловании, вы тем самым признаетесь в том, что вы совершили преступление. И вот этот сценарий, он как раз был заранее срежиссирован, дать большой срок, потом Лукашенко его помилует, и вот смотрите, на самом деле это уголовники, мы уже с тобой говорили, что я уже узнала, что там на меня новое экономическое дело завели, вот это уголовники, они все преступники, они с этим соглашаются и просят о помиловании. Поэтому, в принципе, этот итог, и, ну, это такая старая схема, что ничего нового пока не придумали. Ну и, конечно, нужно показать еще и Западу вот эти вот все опять гульки накануне украинского наступления. Вот смотрите, никаких нету здесь политзаключенных, есть беглые преступники, но есть добрый Лукашенко, который умирал, но его воскресили, и при воскресении он еще и помиловал Протасевича. Это як там прощальное воскресенье у него было у нейкім сэнсе. Вот. А я яшчэ тут хацеў дадаць невялічкі каментар ад Алены Маслюковай, праваабаронцы вясны. Яна кажа, што тут сітуацыя, што ўлады проста выканалі свае абяцанні, адплацілі яму за здзелку з сумленнем. Можа, гэта і такое пасланне іншым, маўляў, супрацоўнічайце з намі і будзе вам шчасце, але б я раіла не верыць уладам. Вось тут я з ёй пагаджуся. Што ж, давайте тады перайдзем да наступнай тэмы. У нас тут 21 траўня, то бок учора, адбыўся дзень салідарнасці, дзень палітвязняў Беларусі. Вось, таму што 2 гады таму загінуў калі я не памыляюся, то ў шклоўскай турме ці ў шклоўскай калоніі. А в Шкловской или Новополоцкой, где Бабаевка? Ці вось у Новополоцкай, вось я не памятаю дакладна, на жаль, вось, Вітольд Ашурак. І таму учора вось у Вільні адбылася таксама, ну, па ўсім свеце адбыліся розныя акцыі салідарнасці, дзе беларусы нагадвалі, ось, дарэчы, і вас таксама можна пабачыць, пра тое, што ў нас ўсё ж такі ў Беларусі не прыпыніліся вось гэтыя рэпрэсіі, і што дагэтуль беларусы застаюцца ў палоне вось гэтага вусатага прусака. Вероніка? Ты знаешь, я вчера была на акции, да, и, я вот смотрю сейчас на экране на всю эту стену, на 1500 человек, хотя мы знаем, что на самом деле, людей, которые находятся за кратами, их около 5000, не 1500, но здесь, на этой стене, люди официально признанные политзаключенными, и, если честно, у меня мурашки по коже. Хотя я видела и стояла с этими сумками, и это действительно, на это очень тяжело смотреть, это пропускать через себя тяжело, особенно когда ты был внутри этого, когда ты сидел в карцере, когда ты прекрасно представляешь, что там с этими людьми делается, что происходит. И вот я говорю, тоже было надпись, что каждый десятый политзаключенный – это женщина. Здесь выступали вот бывшие политзневоленные, которые уже отсидели, вышли на волю и нелегально приехали сюда. И слушать их – это очень-очень сложно. Это наша боль, и я вчера и написала в Фейсбуке, что мы за них должны кричать на весь мир, потому что они этого сделать сейчас не могут. А мы знаем, что там уже в Швеции, например, считают, что Лукашенко замечательный, с ним можно сотрудничать. И в других странах, то есть начинается опять вот эта торговля своими выгодами. И вот эта вот акция, вот эта солидарность, что белорусы вчера вышли во многих
там, по-моему, около 15 городов было, да, если я не ошибаюсь. Но мы вчера стояли, разговаривали, что вот в Вильнюсе живет 23 тысячи белорусов. Думайте, 23 тысячи белорусов. Но на акцию вчера пришли около 500 человек. Поэтому мы понимаем, что многие из этих белорусов приехали по экономическим причинам, воскресенье, жара, хочется за город. Но в такие дни нужно вспоминать, как мы выходили на улицы и о той мечте, о той Беларуси, которую мы хотели построить. И все-таки, раз не получают политзаключенные письма, но вот на такие акции нужно выходить, нужно поддерживать. И чем больше мы будем поддерживать, тем больше во всем мире будут видеть, что у нас происходит. Потому что вот эта визуализация, эта стена, да, вот вчера приходили туристы, они смотрели, они видели это, они видели эти сумки, очень много. Рамштайн же сегодня концерт в Вильнюсе, поэтому весь город забит немцами, там, немецкими туристами, туристами со всей Европы. И, конечно, для них было вот такое откровение. Да и для многих литовцев, кстати, многие литовцы, они не представляют масштаб репрессий в Беларуси. Так і ёсць. І вось зараз таксама паўстае праблема, што ты правільна сказала, пачынаюць забываць пра тое, што адбываецца ў Беларусі, а беларусы, між іншым, яны зараз знаходзяцца ў закладніках. І вось гэта тая праблема, менавіта пра якую трэба і казаць, узнімаць гэтыя пытанні, і кожны раз вось такімі акцыямі ці падобнага фармату, ці іншымі акцыямі вось працягваць распавядаць о том, што адбываецца ў Беларусь. Я нават глядзеў, там была іншая акцыя побач з муралам Леся Беляцкага, таксама ў Вільні, супраць амбасады. Вось. І там на гэтай акцыі проста зачытвалі, вось, называлі імёны тых палідзняволеных, якія зараз знаходзяцца за кратамі. І што мяне, напрыклад, здзівіла тое, што там на гэтай акцыі вось толькі гадзіну пералічвалі вось гэтыя імёны. То бок гэта вось настолькі шмат людзей, але гэта толькі тыя, якія афіцыйна прызнаныя. Там вчера был молебен, мы видим, кстати, Грудзиловича, бывшего корреспондента «Радио Свобода» и тоже бывшего политзаключенного, 2 года отсидевшего и вышедшего, который прошел с нами все акции в 2019 году и в 2020. Кстати, многие его даже не узнают. Это, кстати, мои дочери были перед этим вот, и внучка внизу. Да, и на мурале вчера был молебен, православный был священник наш Александр Кухта, и был наш священник из нашей белорусской церкви, которая находится в Ужуписе. И тоже такое было действие. Единственное, я не знаю, как-то не подумали, что эти действия практически совпали и одновременно, но потом уже люди из той акции пришли на эту. Ну, я бы хацеў тут працягнуць таксама тэмай вось таго, што адбываецца ў Беларусі, а менавіта вось беларускі палітуцякач, які абвясціў галадоўку пад дэпартаментам міграцыі Літвы. Гэта тое, што адбылося на мінулым тыдні. Фігурант справы аб падпаллі дома Гайдукевіча Артём Ярмак 17 траўня распачаў галадоўку і адзіночны пікет з-за таго, што не можа атрымаць паўнавартаснай легалізацыі. Вось. Але ў міграцыйнай службе праблему прызнаюць, але кажуць, што з ягоным статусам можна шукаць працу і нават атрымліваць часовае жыллё ад дзяржавы. Пра гэта паведамляе Белсат. Вось. Як бы ты пракаментавала вось гэтую падзею? Я состою в этом чате, чат называется «Пикет под миграцией», и я была одна из тех, которая хотела уже выйти в ноябре сама под миграцию, когда мои дочери находились в статусе ожидания. Дело в том, что это очень большая проблема, и мы с ней столкнулись, когда началась война в Украине. То есть изменения к белорусским беженцам, очень сильно, скажем так, если просто, то все чиновники во всем мире абсолютно одинаковые. Их, наверное, принимают по принципу, они проходят какие-то тесты на отсутствие человеколюбия и каких-то там возможностей человеческого контактирования. Но, однако, перед этим у нас был прекрасный начальник миграции, все решалось очень быстро.
И вот очень долго шли споры по поводу того, да, вот мы видим здесь вечерку, по поводу того, что мы тогда создали этот пикет, и мы были готовы уже выйти сюда под миграцию. Нас там было больше 30 человек, но потом начались организационные вопросы, и мы, в принципе, белорусы всегда очень любим как бы долго поговорить, и мы хотим, чтобы всегда все было по закону, все было правильно. И поэтому было решено, что сначала напишется обращение в департамент миграции, коллективное, большое, с подписями. Потом 20 дней мы ждем ответа. Дальше мы встречались, ходили делегацией и в офис Тихановской, вернее, в переходный кабинет. Там с нами встречался Добровольский, там все время составлялись какие-то списки. И в итоге это постепенно, я не знаю, специально или не специально, но это все забивалось для того, чтобы, ну, знаешь, вот когда пыл этот снять, в принципе, как то, что в 2020 году выходили, а потом потихоньку это все сходит. Ну вот нашелся один человек, терпение которого лопнуло, и он сказал, что с меня хватит разговоров, я объявляю голодовку и выхожу на пикет. На сегодняшний момент он находится в статусе ожидания уже 14 месяцев. Почему еще такая ситуация? Потому что люди получают статус рандомно. То есть кто-то может быть в статусе там 3 месяца получить, а кто-то вот перед этим еще как раз, наверное, это его и подвигло выйти, то, что человек 18 месяцев был в статусе ожидания, ему отказали. И вот Артем, он бывший ОМОНовец, но он ушел в 2011 году, 3 года прослужив, знаменитые 3214, которую, я думаю, все минчане хорошо помнят, которая особенно отключилась на акциях в Минске и 9 августа, и потом. Все вы их прекрасно помните. Ну, и он был одним из самых активных в 2020 году. Потом, как сказал Максим, 109 дней он был арестован по подозрению поджоги дома Гайдукевича. Он не был признан политзаключенным, потому что мы знаем, весна в таких случаях, вот как, например, с Автуховичем, оно не признает людей политзаключенными. 109 дней он находился на Володарке, потом его отпустили под подписку о невыезде. Он тут же собрался и в течение там нескольких часов шел лесом зимой, 30 километров пешком, проваливая снег, тонул в болоте, но потом его вытащили, литовские пограничники нашли, отогрели, спасли, привезли в лагерь. Ну и я сколько читала отзывов о нем, и все люди, которые с ним знакомы, говорят, что это очень... Я лично просто с ним сама не знакома, нас сейчас очень много здесь, и что это очень, ну, скажем так, годный человек. Это, наверное, самое такое слово подходящее, годный человек. И вот этот человек уже, в конце концов, вот он пошел на такое действие. Но на сегодняшний момент 3 дня было очень холодно, дождь, вот там мы видим навесы, мы принесли. На 3-й день появился вечерка, как всегда, штабу нужно возглавить. И попросили списки тех, кто находится в статусе ожидания миграции. Это, конечно, вызвало тоже новую такую волну возмущения. Почему? Какие списки, если они все есть в миграции, потому что люди все на рассмотрении? Зачем офису эти списки, когда мы ходили, неоднократно обращались, мы давали список не по именный, а по количеству людей, но много людей подписало этот список. Тем более здесь все находятся политические беженцы, они все очень хорошо помнят, как списки людей из инфопоинта и других структур офисных очень хорошо утекают. А мы все знаем, что люди, которые находятся на рассмотрении беженства, люди под международной защитой, они, в принципе, вот нам запрещено там даже пересекать забор посольства или вот как лететь над Беларусью, потому что вот то, что произошло, например, с тем же Протасевичем. Но на сегодняшний момент, видимо, там все-таки уже, ждем результатов, к чему это приведем, но после разговоров Артем решил голодовку прекратить, так он собирался продолжать ее в понедельник, очень многие люди приезжали его поддержать, привозили там горячую воду, чай, ну и в понедельник он не вышел. Почему я так подробно еще останавливаюсь на вот этой всей истории? Во-первых, это вот тоже показатель того, какие бывают политзаключенные, как люди защищают свои права. То есть
как белорусы защищают свои права, что они не только разговаривают, не только, как это правильно сказать, то есть белорусы, которые выходили и в 2020 году, да, вот они выходят и сейчас. Они выходят на акции, они выходят в защиту своих прав, они солидарны, они помогают друг другу, они пишут письма политзаключенным и так далее и тому подобное. И очень многие были против этого пикета, считали, что этой ситуацией воспользуются пропагандисты. Но мы знаем, что пропагандисты воспользуются любой ситуацией. Яны не Ну, цураюцца нічым. конечно. И поэтому права свои нужно защищать, поддерживать друг друга нужно. Проблему нельзя замалчивать. Мы про это неоднократно говорили, вот как и про ту ситуацию в Фейсбуке. Проблему нужно обозначать, ее нужно решать. И не нужно бояться говорить о ней вслух. Как раз тогда возникают все разные недомолвки и ситуации, и пользуются пропагандисты, когда эта проблема замалчивается, когда эта проблема, там какие-то NDI даются, которые, да, что нельзя разглашать. Ну, скажем так, знает больше, больше двух знают и все остальные. Хотела сказать, как оно на самом деле звучит. Знает двое, знает и свинья. Тым больш што датычна вось увогуле NDI, тут такая праблема, што ну калі гэта чалавек, які быў засланцам ад рэжыму, то яго нічога не будзе нават ну, яму перашкаджаць і зліваць гэтую інфармацыю нават калі ён падпісаў гэта NDI. Таму што ну як мы бачым, рэжым карыстаецца усім. Всё, што яму будзе патрэбна, усім ён карыстаецца. Я думаю, что нам сейчас, я просто прочитала здесь вопрос в чате, нам как раз нужно, наверное, нагадать про наш сбор, про то, что у нас за сбор здесь висит. Я думаю, постоянные зрители знают, но я вижу, что у нас сегодня какие-то новые люди. Тем более, что вопрос как бы в тему. Окей, так, давайте. У нас у апісанні да нашага відэа ёсць рэквізіты дабрачыннага фонду Хелен Мінскай, куды вы можете аквіраваць свае грошы дзеля таго, каб зрабіць свой унёсак у перамогу Украіны над рашысцкай агрэсіяй. Але тут трэба дадаць, дзеля чаго мы збіраем гэтыя грошы, і вось пра гэта ўжо вам распавядзе Вераніка. Да. Напоминаю тоже, что сбор, который у нас очень сильно затянулся, нужно его как-то оживить. Мы каждый раз про это говорим, но пока есть как есть. Собрано практически 50% суммы, и идет дело к украинскому наступлению. Мы все его очень сильно ждем. Эти деньги стоит микроавтобус «Богдан» украинского производства, который за свои деньги купил один из добровольцев, наших белорусских добровольцев, воюющих в Украине, для того, чтобы перевозить своих товарищей к месту и с места боевых действий и также вывозить раненых с фронта. Уже этот микроавтобус спас не одну человеческую жизнь, причем нашим добровольцам. И я обращаюсь ко всем, у меня есть видео на канале, там, где ребята записали это видео и рассказывают про то, для чего им нужны деньги. Этот автобус уже ездит, наверное, с января месяца, насколько я помню. Да, вот в январе месяце мы где-то начали этот сбор. Уже май, и мы собрали всего лишь 1600 евро. Дело в том, что эти деньги идут сразу на добровольный фонд, который находится внутри Украины. Половина этих денег пожертвовали украинцы, которые находятся внутри Украины, нашему белорусскому доброохотнику. Поэтому, если вы сами не можете пожертвовать 5 евро, там, ну, даже 1 евро, а тем более, кто находится в Беларуси, вы можете поделиться этим счетом и попросить тех людей, которые находятся за границей, которые могут пожертвовать какие-то деньги, помочь уже наконец-то добить этот сбор, потому что идет наступление, а машина на фронте – это самое-самое важное. От машины зависит в первую очередь жизнь очень многих людей. Насколько быстро они могут уехать, насколько быстро приехать, поменять локацию и насколько быстро смогут доставить раненого к месту лечения, скажем так. Поэтому
Это насчет того, что я просто прочитала комментарий, вспомнила, и я думаю, что мы как раз, наверное, ответим на этот комментарий Ивана, потому что комментарий очень смешной, комментарий из разряда диванных войск, которые спрашивают, поняли мы или не поняли. Дело в том, что, наверное, если Иван сейчас находится на фронте с оружием в руках, ну или в Беларуси, где-то там в подполье, организовал партизанский отряд, то я думаю, что у него, наверное, все получится. Собирайте людей, ищите оружие. Кстати, советую прочитать, есть очень хорошая книга «Партизаны». Первая задача партизан всегда добыть оружие. Организуйте свой партизанский отряд, и я думаю, что к вам присоединятся люди. Вот все, что я могу вам сказать. Когда мне задают эти риторические вопросы, которые идут в пустоту, или я слышу выступление, как вчера на площади, что мы должны, белорусы должны, это значит, никто не должен, а я тем более. Я буду просто задавать вопросы. Я в этом отношении очень злая, потому что я как раз из тех людей, которые с 19 года уже с мусорами дралась и стояла на акциях, и была все время впереди, несмотря на свой такой уже преклонный возраст. Раньше я была бы пенсионеркой уже. И когда мне мужчины, женщине 55 лет задают вопросы, почему я с оружием в руках сейчас не защищаю их в Беларуси или в Украине, мне всегда очень смешно. Ну, я думаю, што можна мы тут каментары пра Пратасевіча і я не ведаю, вось варта іх зачытваць ці не, тут просто мне вось падобаецца вось гэты сламаўся, прадаўся, мабыць, Пратасевіч. Вось, ну, у нейкім сэнсе пажартаваць над гэтым можна, я думаю. Вось у такім стылі. Што ж, наконт таго, што, ребят, вы не былі на месте Пратасевіча, не судзіце его строга, ну, я тут уже сваю думку выказаў, калі вы не бачылі, можете прамотаць просто на першыя хвіліны, і там мы якраз пра гэта размаўлялі. Але у нас будзем працягваць нашыя падзеі, і вось у нас тут, дарэчы, не забывайцеся пра тое, што самы час зараз паставіць падабайку гэтаму відэа для таго, каб яго пабачылі як мага болей людзей. Вось, і таксама падпісвайцеся на канал Радыё 97. Пакуль ён не экстрэмісцкі, менавіта YouTube канал Радыё 97, але, ну, чакаем, як то кажуць. Вось, таксама падпісвайцеся на канал Веранікі Мішчанка, ён экстрэмісцкі, таму калі вы ў Беларусі, то глядзіце праз VPN, калі вы не з Беларусі, то проста глядзіце, падпісвайцеся, там шмат чаго цікавага. І таксама тут просто на мінулым тыдні, ну, ўжо калі казалі пра тое, што вось у вас крос, усё ж такі гэты вусаты прусак, і цікава тут, дарэчы, вось такая тэма. Не так даўно нехта там прыязджаў да Лукашэнкі, і давайте просто паглядзім, мне там зацікавіў адзін выраз. Мне больш цікава, як Вероніка на яго адрэагуе. Легендарный руководитель Никарагуа, которого мы все любим и уважаем в Беларуси. Вось ці ведаеш ты гэтага легендарнага кіраўніка Никарагуа, якога усе паважаюць і любяць у Беларусі? Я не знаю, кто там сейчас, но я помню, по-моему, Даниэль Ортегу, это еще мое советское детство было, у всех на слуху, мы тогда даже очень помогали Никарагуа, собирали им посылки. Может, это он и есть до сих пор? Пережил даже Лукашенко? Не, таго дыктатара ўжо няма, калі я не памыляюся. Я магу зараз яго, ну, як то кажуць, і паблытаць з нейкім, але мне больш тут цікава, вось ёсць такія архіўныя запісы, калі, ну, давайте я просто покажу гэтую цитатку. Вось так. Эра 70-летних правителей завершается. Беларусь нуждается в новых людях и новой политике. А Лукашенко. Нешта мне подказвае, што зараз гэта можна таксама прымяніць і на нашу сітуацыю, якая у Беларусі, бо Лукашэнку, калі не памыляюся, 68 год, то бок у жніўні гэтага года яму будзе уже 69. Таму калі там эра 70-летних правителей завершается, ну-ка нагадайте мне, калі ласка, было б, дарэчы, цікава на гэта паглядзець. А вот интересно, если это будет его пророчество. Ну, как бы.
Ну, у нейкім сэнсе было б добра. Тут праблема ў тым, што вось бачыш, усе яго хароняць. Мы нават у мінулы раз задаваліся такім пытаннем, ці калі ўжо беларусам адкрываць ужо нарэшце гэтае шампанскае, але не то. Так, давайте... Я хочу тебе напомнить знаменитую фразу из «Мастера и Маргариты». «Человек смертен и смертен внезапно», как и происходит очень часто со многими диктаторами. Никто не ждал, что вот Сталин раз упадет и все. Ну, все равно он не вечен, и собирать его, как Франкенштейна, заново не смогут. Да, будет еще какое-то время скрипеть, но эра 70-летних правителей завершается. І было б добра. А зараз мы можам паглядзець, перанесемся ў Брэсцкую вобласць, дзе не так даўно трэніраваліся браць пад кантроль вось дарогі і нейкія аб'екты. Военно обязанные, призванные на сбор в одной из бригад так называемого ССО, участвовали в батальонно-контрольном тактическом занятии. В ходе проведения занятия военнообязанные отработали вопросы взятия под контроль района ответственности, поддержания в нем порядка организации разведки и наблюдения, а также взятия основных объектов под охрану и оборону, заявили в так называемом Минобороне. Мне вось гэтыя столпы, я б сказаў, вось калі пішуць такую прастыню пра тое, чым яны займаліся, а вось на фотаздымках бачна, што да чагосьці яны рыхтуюцца. І ось у мяне пытанне, Вераніка, да чаго? Як ты думаешь? Ну, почему мы же все знаем, нам Лукашенко озвучил это еще в 22 году, с 4 сторон готовятся на Беларусь нападение, поэтому они готовятся. Кстати, ты знаешь, что вот здесь вот интересную просто я вещь вспомнила, включила ТикТок, и там шла прямая трансляция, и шла трансляция с присяги. Как раз были то ли пограничные войска, ну что-то, по-моему, пограничные войска. И я вот поздно уже включила на запись, присяга закончилась, и они отдавали сейчас присягу, раньше говорили народу Республики Беларусь, да? А сейчас просто Республики Беларусь. Но слово президента тоже не звучало. Но звучало «Мы даем присягу Республике Беларусь». И вот это интересно, это сейчас это поменяли? И вот как коннотация это тогда меняется? Можа быць, гэта сучасная. Тут просто, дарэчы, што датычна вось менавіта гэтай прысягі, там, калі я не памыляюся, вось у мінулы раз я просто ўжо не паспеў гэта уключыць менавіта ў праграму. Але там была таксама такая цікавая рэч, я вось спрабую зараз яе знайсці, пра тое, ну вось усё ж такі трэба трошки часу, бо там была такая фармулёўка, нібы вось частка беларусаў преданых зямле, а просто, зразумейце, што преданых зямле гэта азначае не тое, што яны адданы вось беларускаму народу ці Беларусі як радзіме, а менавіта пахаваныя, то бок ляжаць ужо ў зямлі. І вось гэта, дарэчы, цікава было. Гэта, здаецца, нейкі ці соцапрос, ці нешта вось накшталт гэтага было. Ну, пока ты ищешь, я хочу добавить, что вот здесь учение, а в Гомельской области появилась знаменитая линия Хренина, уже, наверное, все ее видели, да, чтобы уже никакие джипы не прорвались на территорию Беларуси. Но так как мы знаем, что граница с Беларусью полностью заминирована с украинской стороны, наверное, это имеется в виду, что с Новозыбкова из России. Потому что белорусско-украинская граница давно закрыта, перекрыта. И как раз вот пока Макс ищет, и раз мы видим границу, тут сегодня была новость, что задержали одного из блогеров из команды Влада Бумаги, который ехал с российской границы, пересекал российско-белорусскую, у него проверили телефон, нашли там или подписки на экстремистские каналы, или что-то такое. И, в общем, прямо с границы он уже поехал на сутки пока еще. Поэтому хотим напомнить всем, пересекая границу, не забывайте о своей безопасности. Как видим, что сейчас уже российско-белорусская граница, она такая же стала непрозрачная, и на ней могут подстерегать вот такие сюрпризы. Если раньше можно было из Беларуси через Россию там уехать окольными путями, надо, наверное, уже мое видео новое записать, как уехать из Беларуси, то
будьте сейчас уже бдительны постоянно, и особенно при пересечении любой границы, российской или белорусской. Вось, дарэчы, я знайшоў тую апытанку. Тут спыталі, што для вас значыць быць патрыётам Беларусі. Вось як вы бачыце, большасць людзей, нават большасць, пераважная большасць, 62% напісалі пра тое, што быць преданным беларускай земле і народу. Вот. Но при этом, ну, як я уже казаў, преданной земле, это значит, что вот как бы... Трупы, да-да-да, вось так и отрыбліваецца. Вось. Но вместе с тем белорусской земле и народу, а не Лукашенко и там Качанова и кому-то еще. Так, ну, просто, опять же, формулёўка, калі першая ідзе, вось, беларускай земле, гэта, вот калі напісалі беларускаму народу, вось гэта было б іншае. А тут, дарэчы, просто выглядае так цікава. Это как раз сейчас абсолютно неудивительно, потому что мы знаем, что даже в Большом театре, в Купаловском театре, в принципе, уже играют, наверное, одни мусора. Это ментовская самодеятельность, потому что наша культура понесла самые большие утраты, наверное, с 1937 года. Большинство людей пришлось выехать из Беларуси, чтобы остаться на свободе. И те, кто сейчас... что рисуют вот эти плакаты, что пишут это все, что пишут в газетах, идеологи и те, кто учителя, это в основном люди именно с плохой профессиональной подготовкой остались. Ну вот недавно суд, кстати, был над Ливентом, одним из самых лучших и знаменитых наших людей в образовании. Поэтому на сегодняшний момент вот такие недоучки, они себя нашли. И поэтому появляются такие надписи, такие плакаты и так далее. Ничего удивительного. Будаўніков. Гэта нейкі... Гэта нават не трасянка. Тут ужо нешта зусім іншае, зусім новае. Вось. Што, дарэчы, вось наконт трасянкі, таго, як размаўляюць беларусы, было цікава даведацца, ну, я убачыў проста ў тиктоку такі відэаролік, дзе там нейкае дзіцё тэлефануе сваім бацькам, ён знаходзіўся, здаецца, у нейкім ці ў санаторыі, ці недзе там, ён тэлефануе там, як дзялы, там, ну, і вось, ты чула гэта, так? Конечно. Вось, гэта вельмі такой цікавы ролик быў. Але там просто спачатку, калі чуеш, ты такі, што? А потым разумееш, што ты вось гэта чуў спрадвечна, не ведаю, там кожны дзень амаль у Беларусі, калі знаходзіўся. Вось, што нашы людзі так размаўляюць. І, дарэчы, гэта нават добра. Таму што калі, ну, я не пра тую нецэнзурную лаянку, якую там выкарыстоўваў гэты хлапец, але вось тое, што людзі нават размаўляюць не расейскай мовай, гэта ўжо першы крок да, зноў-такі, нашай беларусізацыі. Я там бачу такі цікавы каментар, на які, я думаю, што можна было б таксама зараз адказаць. Вось, пишут про то, что мы ни о чем, вы и ваши бессмысленные акции. У вас изначально отсутствует понятие ОРБ и ОЛАК, ибо вы и такие, как... Что делаем мы? Это прямое действие, порча, поджоги, провокации, ломаем ментовские камеры и тому подобное. А вы, у вас акцийки, протест, сердечки. Не, тут не зусім так, тому что вы распавядаеце пра тое, што можна рабіць менавіта у самой Беларусі, унутры Беларусі. А што мы будзем, вось, знаходзячыся за межамі краіны, будзем ламаць ментаўскія камеры? Чые? У мяне адразу такое пытанне паўстае. Мы, наадварот, можам распавядаць вось якраз такі замежнікам, палітыкам, людзям, грамадству еўрапейскаму пра тое, што у нас адбываецца зараз у Беларусі і што вось нават трэба больш працаваць. Ну, то бок, у нас рэсурсы абмежаваныя ў гэтым сэнсе, і мы можам проста вось рабіць вось гэтую справу, пра якую мы казалі у пачатку гэтага роліка. Вы можаце таксама паглядзець. Вось менавіта пра палізнявольных, калі мы згадвалі. Вераніка?
И я прочитала этот ответ, и я так понимаю, что это пишет, ну, я просто вижу стиль, и то, что он написал, это, скорее всего, парень-анархист. С анархистами мы дружили плотно и давно, и с Николаем Детком мы вместе, вот перед самым его арестом, он должен был, помог мне выйти в эфир. Мы дружим с Димой Полиенко, мы стояли в 2019 году под судом у Дмитрия Полиенко, и моего лучшего товарища, который сейчас политзаключенный, оттуда увезли на Окрестино, потому что он устроил там такую акцию, есть знаменитая фотография, где Балаба улыбается, и Сергея Спарыша держит вот так. Дима тогда порезал себе вены, и я очень всегда поддерживала анархистов, с большим уважением к ним отношусь, и я могу только сказать спасибо, ребята, и респект. И у меня много друзей, кто занимается тем же, я не буду их здесь озвучивать, даже чтобы хоть какую-то не дать малейшую наводку, что и как и где они делают. И я могу вам сказать только спасибо, и вы молодцы. А наша задача делать все, чтобы Лукашенко снова не стал легитимным для всего мира. Поэтому вот то, что мы можем делать за границей, мы должны это делать и привлекать внимание к политзаключенным. И когда мы будем вместе работать, вы делать вот это, а мы делать вот это, а еще бы если и переходный кабинет, так званый, занялся делом, а не имитацией, то дай бог, 70-летние политики больше у власти очень скоро не будут. Ну, а мы будзем далей імкнуцца, і вось мы рухаемся далей, бачым, вось гэта Беларусь у адным фотаздымку, я б сказал так. То бок, вось колькасць гэтых кіраўнікоў, вось гэтых всех начальнікаў, яна перавышае колькасць тых людзей, якія працуюць у рэальным сектары эканомікі Беларусі. Гэта нейкі такі, ну, як вы бачыце, чалавек распавядае пра тое, якія ўдоі, надоі і гэтак далей. Вось як можна заўважыць. Ты знаешь, я думаю, что каждый белорус помнит эту картинку, когда, например, там прорвала труба, стоят двое рабочих, там не стоят, а копают лопату, тут же съезжаются, и вот таких дядек собирается штук 5. С пузами, которые стоят и совещаются, и показывают, как им копать. И я помню, всегда смеялись, что на одного раба 10 прорабов на любом заводе, да, на любом предприятии. Поэтому это вот такая типичная картинка. Вот белорус, да, и вот эти вот все нахлебники, которые пришли, идеолог, который должен рассказать, как в какой цвет и в какую сторону, с севера на юг, эти записать. Я вот сегодня опять смотрела пул первого, там уже к Лукашенко этот какой-то министр, посол, да, пришел. И вот я каждый раз смотрю и думаю, что вы там все пишете? Что вы там все пишете? Это так смешно. Стенографисты, что там можно писать? Вот, изображение вот этого, вот так и здесь, вот стоять. Хотя я бы, первое, что я бы подумала, что он копает могилу, они кого-то в последний путь провожают. Или уже закапывает. Наконт таго, што можна закапваць, тут у Беларусі не так даўно, ну, як не так даўно, заўжды ў Беларусі ёсць праблема. Праблема гэта называецца дарогі. І вось гэтая праблема, яна існуе, напэўна, столькі, колькі існуе Беларусі. І вось ніяк вырашыць усё яе не могуць. І вось, як вы бачыце, вось гэта той ямачны ремонт, які мы усе заслугоўваем у нейкім сэнсе, так? В горадзе Нефтяников, в Новополоцке ямы на дорогах засыпают просто асфальтовой крошкой, потом приглаживают шуфлем, ну, видимо, для надежности. То есть просто можна паглядзець, як гэта адбываецца. І гэта даволі выглядзіць цікава. Але акрамя гэтага ёсць таксама падобнае відэа, але яно ўжо з другога рэгіёну, і мы можам паглядзець, вось як у Гомлі таксама латают дыры. Ну, як то кажуць, што вы ведаеце у нанотэхналогіях? Вось. Напэўна, так будзе лепш. Ну, я думаю, что, наверное, деньги все пошли на фестиваль в Итоке, вот который в Жлобе не проводился, и куда сгоняли кучу людей. Поэтому на асфальт как бы уже денег, как всегда, не осталось. Бабло попилили для того, чтобы сделать видимость.
единения и праздника в Беларуси. А тут просто цікава менавіта вось на гэта ўсё паглядзець з таго боку, што Лукашенко кожныя 3 месяцы, ну як ён 24 студзеня пра гэта казаў, 24 красавіка вось таксама кажа пра тое, што глядзіце, у нас жа ёсць праблемы, людзі скаржацца на тое, што ў нас ёсць праблемы з дарогамі. І я сапраўды вось таксама паглядзеў розныя прапагандысцкія рэсурсы, і вось праўладныя журналісты нават кожныя, ну яны, здаецца, з рэгулярнасцю там на месяц некалькі разоў паказваюць тое, што вось рамантуюць дарогі. У меня просто пытанне. Поставь, когда крупным планом останови. И я тебе хочу сказать, что ты, наверное, не прав. Это действительно нанотехнологии, новая технология. Вот они сейчас засыпали, пройдет дождь, все схватится и намертво затрамбуется. То есть воду сейчас не тратят как ресурс. Достаточно засыпать крошкой, а потом... Это нанотехнологии. Это видно... Ну, последние айтишники, которые остались, а может, китайцы уже Лукашенко подогнали. Новые технологии. Усё можа быць, усё можа быць. А вось, дарэчы, хацелася б таксама разважаць пра прапагандыстаў. Давайте поглядим сюжет и потом прокомментуем его. Поляки фактически, действительно, они из всей Восточной Европы наиболее лайтово, выражаясь молодежным сленгом, наиболее легко преодолели экономический кризис 2008 года. Варшава сейчас превратилась в один из крупных экономических и бизнес-центров. Это действительно так. Но вместе с тем, вот та комиссия, в которой мы с вами, Иван Михайлович, работаем по беглым, когда мы проводим работу между заседаниями, мы видим мотивацию обращений. Наши белорусские граждане, которые привыкли жить в социальном государстве, да, пусть там зарплата больше, пусть там какие-то еще, они могут спорить. Пусть там зарплата больше, ну пусть, пусть, ну сколько там, 1000 евро зарплата, ну пусть, сколько это, 3000 белорусских, ой, ну пусть, ну больше, сколько рядовой человек в Беларуси получает, 1000 белорусских рублей, ну пусть, ну пусть, за то, что у нас в Беларуси хорошего. Там в Португалию поехать за 15 евро ни разу. Ну, за 15 евро в Португалию поехать, ну, что ж такое, вон на Белавии попробуй слетай, за 100 или с чем-то там билеты стоят, если бы они летали, конечно. Этих дешевых самолетах, но никакой дешевый билет до Лиссабона или на Лазурный берег тебе не компенсирует твое здоровье. Они привыкли к социальному государству, они привыкли к работе с обращениями граждан, одному. Я бачу, як працуюць гэтыя звароты і вось гэтыя звароты грамадзян. Слухайце, вось не распавядай. Хацеў сказаць гніда, потом згадаў, што гэта гіен. Во. Не будем опускаться до зародка. Ну, поликлиники и так далее. Понимаете, там они, во-первых, люди второго сорта. Серьезно? Которые сталкиваются, кроме того, с ограничениями, потому что они и не граждане в том числе, и по работе, и по созданию бизнеса, и по, тому, чтобы отдавать детей учиться. Они бегут кому? В шведкин кабинет, те разводят руками, ничего реально решить не могут. И у них уже, они скучают, потому что в Беларуси ты дешевле будешь лечить зубы, в Беларуси ты можешь гораздо легче пойти в гораздо легче умереть, ну, просто, потому что условия такие. Нажаловаться, если у тебя нету места в детский садик. Они, и кстати, так этим далее. активно пользовались. Да, и они этим активно пользуются. Накатать жалобу кому-то и за это спросят. Там ничего этого нет. И у них формируется удивительное дело среди беглых. Ностальгия по лукашенковской Беларуси. Ну, здесь, конечно, очень можно слушать бесконечно, да. Как раз вот в прошлом эфире я сказала, что 2 недели назад мне сделали операцию, ну, в среду будет 2 недели назад, уже 17 числа я получила, мне доктор позвонила домой и сказала, что уже готова моя гистология, все прекрасно, и сказала, что я его запишу 24-го прийти на прием. И я уже рассказывала, наверное, в прошлом эфире, что я в шоке была от медицины, от отношения к людям, от того, как все построено. Насчет одного окна обращения,
сегодня многие смотрели в наших чатах и смеялись, потому что есть такое понятие здесь, как электронный шлюз. То есть, имея этот личный код, ты заходишь в электронный шлюз, и ты вообще можешь не видеть этих чиновников. Я, например, своего участкового врача еще не видела ни разу. Она мне звонит по телефону и говорит, вот это я вам выпишу. Вам нужен личный прием? Я говорю, нет, мне не нужен, потому что, ну, зачем мне ходить, тратить время свое на то, чтобы мне выписали лекарства? Нет, не нужен. Хорошо. Когда будет нужно, запишитесь. И все это делается в налоговую. Мы не ходим. Я в налоговую зашла, сдать декларацию, увидела, что декларация уже есть, и что у меня уже налоговый вычет за прошлый год 600 евро, которые пришли мне на карточку через месяц. То есть вот это действительно электронные шлюзы, это настолько замечательно, когда ты чиновников этих просто не видишь, потому что чиновники, я перед этим сказала, они все всегда одинаковые во всех странах, тут говорить ничего не приходится. А насчет того, что можно в Португалию слетать, несколько лет мы мечтали съездить на Брасловские озера, но по цене это получалось дороже, чем в Турции. Брасловские озера, хотя кто там был, понимает, что это далеко совершенно неравноценный отдых, и если здесь ездить в Тракай, то видна огромная разница. И вот эти вот россказни для тех, кто, может быть, не знает, вот мы вам рассказываем, как оно есть на самом деле. Я была предпринимателем в Беларуси, я здесь этим же занимаюсь. Я посмотрела и решила, что в моем возрасте мне легче стать предпринимателем, чем пойти опять в найм. И когда выходят люди на тот же пикет, они требуют нормально не вернуться в Беларусь, не пишут прошение. Причем вот эта формулировка беглая, да? Что такое беглая? Беглые – это рабы. Ну, так же всегда были. Помнишь, когда было раб, беглые, да, или крепостные, или рабы. То есть уже заранее людей обзывают, поэтому никто не стремится. И, к сожалению, к самому большому сожалению, про это многие говорят, что прожив здесь много лет, вот в садик тоже буквально там, у меня внучка пошла несколько лет, попробуй попасть в Минск, кто детей устраивал, особенно в новых районах, знаешь, что дети в школу идут, а садика еще нету. И, к сожалению, вот именно пожив вот в этой реальности, что очень многие белорусы не вернутся в Беларусь, потому что после хорошей жизни возвращаться в плохую сложно. Так что как раз беда в том, что здесь слишком хорошо по сравнению с Беларусью. Ну, я имею в виду в бытовом плане. Конечно, тоска по родине, и, конечно, хочется жить на родине. Здесь говорить нечего. Но тым не менш, калі ўзгадваеш вось пра звароты грамадзян, давайте я вам просто распавяду свой досвед. Вось я зараз адправіў там некалькі зваротаў, і самае цікавае, што мой зварот, які я накіраваў менавіта па той справе, па якой мяне ось усё спрабуюць там прыцягнуць да нейкай адказнасці, гэты зварот нават не быў зарэгістраваны. То бок я яго падаў яшчэ тыдзень таму, 16 траўня. І дагэтуль ён не зарэгістраваны. Просто вам у параўнанні я накіраваў некалькі зваротаў у розныя інстанцыі, і 16 і 17 траўня, і яны ўсе былі зарэгістраваныя, акрамя таго, які пайшоў у органы МУС. І вось самае цікавае, што я дагэтуль не магу зразумець, а чаму? Гэта па-першае, па-другое, тут ёсць таксама праблема ў тым, што нават на электронную пошту ніякіх потым паведамленняў не прысылаюць. А тым больш, што калі ты заходзіш на свой гэты зварот і ты на адказ да гэтага зварота вось націскаеш, ты бачыш, што там ёсць перакрэсленыя такія чырвоныя крыжы, дзе напісана, што неабходна паведамленне па электроннай пошце і неабходна проста па звычайнай пошце. І вось там два крыжа гэтых чырвоных. І што самае цікавае, нідзе, калі ты падаеш зварот, няма такой функцыі, каб менавіта націснуць, каб табе функцыянал сістэмы прапанаваў, чтоб яны абавязкова гэтае паведамленне прыслалі на электронную пошту. Бо мне гэта зручна. Мне незручна хадзіць вось на гэты сайт і кантраляваць яго. Мне зручней, калі мне на электронную пошту прыходзіць паведамленне. Тут вось, напрыклад, у Еўропе, у Літве ніякіх праблем няма. Мне просто прыходзіць паведамленне на электронную пошту і ўсё. І гэта добра. Я праз электронную пошту магу тут шмат чаго зрабіць.
А у Беларусі не. У Беларусі нават ты звароты падаць не можаш, таму што яны ўсё гэта пабудавалі нейкія вось гэта перашкоды, каб грамадзянам ўсё менш і менш была магчымасць вось так нават і паскардзіцца. Вось такія праблемы існуюць у Беларусі. Самое интересное еще, что они так ждут беглых, поэтому мы не можем даже зайти на белорусские сайты, если не используем белорусский VPN. То есть белорусские сайты для нас закрыты, ограничены из-за границы. Возможно, они этого не знают, так как плохо разбираются в айтишке, что если сайт закрыт, и ты на него зайти не можешь, то ты можешь только послать письмо на деревню дедушки. Ну, вот такое вот электронное правительство. Ага, як то лічбавая дзяржава нават у Беларусі. Ага, вось мы бачым нават што датычна да лічбавай дзяржавы, пра што можна казаць, калі вось нават у чэрвені вось такі фотафакт, дзе вучні 11 класаў сярэдняй школы нумар 3, акрапіўшись і пакресціўшись, завершылі падгатовку к выпускным экзаменам. Ну, гэта выглядае даволі дзіўна. Я, напрыклад, не памятаю, каб у мяне такое у маёй школы так рабілі. І вось гэта я не ведаю. Ну вось мне падаецца, што цалаваць вось гэтыя крыжы, слухай, гэта ўжо не праваслаўны як-то не крынж, да, а праваслаўны крыж. От, такі каламбур. Вось, но гэта даволі дзіўна выглядае, я б сказаў так. А потом еще открыть форточку и покричать «халява, приди». И, в принципе, ты сдал. Уже подстраховался со всех 4 сторон. Прычым сумесна вось з гэтым святаром. Менавіта так і трэба будзе зрабіць. Што датычна... Я сегодня смотрела просто «Обманутого россиянина», и там как раз батюшка, это вообще чудо. Он сидел и просто ботал по фене насчет того, что если вот эти вот нападут, мы им там сразу быстренько поставим. И я смотрю, и действительно вот от того, что происходит сейчас, когда Христос говорил, да, что я приду и выгоню фарисеев из церкви. То есть вот это фарисейство, вот эта нищета духа, это, наверное, вот самое страшное смотреть. Но, в принципе, Беларусь, которую строил Лукашенко, правда, никак не построить. Все равно, пусть не 97%, но 77% все равно на это не ведутся. А вось гэта вы бачыце ўжо глыбокае. У глыбокім так званы ваенком правёў зборы у дзіцячым садку. І вось вы просто паглядзіце на гэта, то бок я працытую: в условиях приближенных к боевым детишки учились оказывать первую помощь пострадавшим, ставить палатку, разжигать костер, ориентироваться по карте на местности. Они совершали марш-бросок через болото и пели военные песни. Как отчитались местные пропагандисты, мероприятие подготовлено в рамках районного фестиваля педагогических идей гражданско-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Слушайте, ну, увогуле, дзіцяці такое не патрэбна. Вось такімі, ну, па-першае, вы ўжо спрабуеце вось гэта перамога бесся, там нейкі культ вайны і гэтак далей навязаць маленькім беларусам, а па-другое, акрамя таго, што вы вось так вось робіце, вы у нейкім сэнсе, мне падаецца, вы забіраеце у дзіцяці вось ягонае дзетства. Ну, не рабіце так. Не трэба такім займацца. Ну, для меня глубокое в первую очередь связано с колонией, в которой сидит Николай Статкевич. И город маленький, все очень хорошо знают эту колонию. Ну, я думаю, вот сейчас после этого, ну, сейчас же еще новое поветрие, водить в колонию на экскурсии в том числе, чтобы сразу, да, там, родился, посидел в тюрьме, пошел, повоевал за Лукашенко и умер. Самая судьба, которую мы приготовим рабам, которые не смогут убежать, остальные беглые. Это, конечно, все ужасно, это действительно очень сильный кринж. Давай, может, ответим уже на комментарии, если мы на какие не ответили, потому что уже наше время истекло, мы уже час в эфире, в принципе.
Я падтрымліваю тут апошняе толькі што хацеў паказаць і таксама сказаць, што як у песні дай дарогу 10 мільёнаў рабоў, вось так і адбываецца. А вось апошняя навіна, якую я хацеў паказаць у крынж навінах, і будзем тады пераходзіць да каментароў. Вось вы ўвогуле ведалі, што вось БЭС, калі вось тут фотаздымак з бэзам, і вось бэз нельга абрываць, бо гэта забаронена нават па законе о растительном мире в Беларуси. И в соответствии с КоАП за поврежденные деревьев и кустарников, за повреждение деревьев и кустарников предусмотрен штраф от 5 до 50 базовых величин, а это 185-1850 белорусских рублей. В общем, букет сирени может оказаться, что называется, золотым. А зараз вось вы бачыце гэта злачынства, і вось гэта менавіта тое, што можна сказаць у нейкім сэнсе трактуецца як інагда не да законаў, але я упэўнены, што можна прыцягнуць да адказнасці і вось гэтую мадаму за тое, што яна зрабіла з вось гэтай кветкай бэзу, бо чамусьці у Беларусі вось іншых грамадзянаў за гэта штрафуюць, і ўжо былі такія выпадкі нават сярод маіх знаёмых. А вось яна спакойна, вось проста запомніце вось гэты твар, вось гэты твар псуе бэз і яго рве. Што ж, ну а наконт каментара у нас быў тут один каментар. Тут у нас спытали, как вы думаете, не только из-за силовых структур, но и большая поддержка населения дала возможности продержаться так долго этому? Вероника, як ты думаешь? Ну, во-первых, мы неоднократно про это говорили, это, по-моему, общеизвестно, что Лукашенко, в отличие от нас, которые выходили с цветочками и шариками, да, это вот простые люди, которые возмутились и вышли на улицу, безоружные, которые наконец-то почувствовали себя гражданским обществом. Лукашенко готовился к этому все эти годы. У Лукашенко огромные финансовые средства были в руках. Мы же знаем этот так называемый президентский фонд, который вообще был никому не подотчетен, и неизвестно, откуда там формировались эти деньги. Там шла и торговля оружием, и подпольная, и... Господи, как они правильно называются? То, что производят из нефти различные, ну, ГМС, все вот эти вот. И уже, по-моему, в 2018 году, в 2019 точно, но, по-моему, в 2018 году во все ровды были завезены и дубинки, и оружие для подавления уличных акций. И в принудительном порядке, в том числе даже войска ССО, элитные войска, которые считаются, и их можно задействовать только в специальных операциях, угрожающих безопасности страны, они все участвовали постоянно в этих тренировках по борьбе с уличными акциями. То есть вся армия была приведена в такую боевую готовность, и принудительно их заставляли тренироваться, подавлять уличные акции. Вы увидели, наверное, сколько машин было в прошлом году, в 2020 году на улицах, которые специально были куплены, вот эти заградительные, потом с водометами и так далее и тому подобное. Сколько вот мы смотрели, стоит один рабочий, и вот эта вот банда вертикальщиков. А каждый вертикальщик, они же, в принципе, зависят от Лукашенко, да, то есть их благополучие напрямую зависит от Лукашенко. Все военные, они живут в квартирах, которые... в арендных квартирах, да, то есть ты работаешь, ты платишь за эту квартиру, ты в ней живешь. Если ты не работаешь, тебя выбрасывают вместе с семьей на улицу. Каждый военный после училища, неважно, военный, МЧСник, милиционер, то есть после училища, они, во-первых, там получают огромные стипендии, которые, ну, такая... Где-то около 1000 рублей, наверное, сейчас. Плюс полную экипировку. Обычно они уже, курсанты, выходят, могут купить себе машину, потому что были на полном обеспечении. Но если вдруг они собираются уйти, то им выставляется огромный счет на несколько десятков тысяч долларов для оплатить за это обучение. Понятное дело, что эта сумма неподъемная. То есть таким образом была выстроена вся система вот эта вот вертикальная, ну мы уже не будем говорить там и про закон 328, и про 18-й декрет и так далее и тому подобное, чтобы человек куда ни дернулся, он все время оказывался
со всех сторон обложенным этой системой. Он все время чувствовал себя беззащитным. За любую провинность, если только он выскочил, его могли посадить. И вот эти вот репрессии ежедневные, да, когда каждый день куда-то приезжают, показательно записывают эти видео, показательные, эту систему страха. Это все было продумано, это все пишется в специальных учебниках, в которых учат и в тех же училищах и КГБ, и МВД и так далее. Понятное дело, что нормальные люди, обычные люди к этому были не готовы. И когда человек все время живет, особенно, ну ладно, ты можешь прожить там месяц в этом страхе, да, но это вот, кстати, к ответу про Протасевича. Но когда ты живешь и на грани выживания, день, второй, третий месяц, когда ты видишь, что вокруг хватают людей, когда ты не можешь никуда уехать. То есть таким образом люди просто уходят во внутреннюю эмиграцию. Это не значит, что у Лукашенко стало больше сторонников, потому что мы вот с Максом каждую неделю выходим и показываем эти кринжевые новости, но нету там этих многотысячных, тем более 10-тысячных, 100-тысячных митингов людей, которые выходили против Лукашенко. Да? Ну, свозят этих несколько автобусов, одних и тех же. Но люди выживают. И люди безоружные, то, что тоже писали в комментарии. Наверное, если бы у людей было оружие, как это есть в Штатах, да, вот право на оружие, и когда к тебе в дом пришли, и ты как Зельцер, лобешник выстрелил, 1, 2, 3, то они бы в дом бы, наверное, подумали, идти или не идти. Поэтому безоружные люди, они всегда слабее, чем люди, вооруженные до зубов, скрепленные вот этим цементом страха, вертикали, зависимости и так далее. Но вместе с тем любая пирамида, и мы все это видим, которая завязана на одном человеке, она рушится очень быстро. Эффект домино, моментально. Ну и хотим вернуться, что 70-летние правители, эра 70-летних правителей подходит к концу. Ну это действительно так. Но мы все знаем, что видели мы и Брежнева, видели мы, слава богу, Сталина не видели, но знаем, читали. І добра, што не виделі, але тут мы бачылі вось менавіта тую праблему, якая знаходзіцца ў Беларусі ў дадатак да таго, што сказала Вераніка, яшчэ і ідэалагічная вось гэтая прамыўка мазгоў. Таксама вось гэтыя штрафы, якімі вось проста беларуская, здаецца, эканоміка, яна жыве толькі за кошт вось гэтых штрафаў. То бок штрафавалі, вы узгадаеце, вось чаму і ёсць такія нават і ў нейкім сэнсе забавы, калі кажуць, што як адрозніць, ну, як убачыць беларуса за мяжой, ну, адлічыць іх у параўнанні з іншымі грамадзянамі мясцовымі. Да і потому што калі чырвоны на светлафоры, ён не будзе пераходзіць і гэтак далей. А мясцовыя могуць так рабіць. А чаму? Таму што... Ну. Мы приезжали, когда в Москву в командировку на выставку, нас спрашивают: о, вы из Беларуси, откуда вы знаете? Так у вас у всех на сумке фликеры висят. А, вось, ну і такое таксама ёсць. Так, сапраўды. Вось, таму што я памятаю, як у нас за пераход у непаложаным месцы ты адразу атрымліваеш штраф і гэтак далей. І вось на гэтых штрафах менавіта і будуецца гэта ўся сістэма. Таму я вось лічу і мару, што маю надзею, што у Беларусі будучыні не будзе вось такой праблемы з гэтымі штрафамі. Беларусы не будуць рабамі, і мы не будзем усе ў закладніках знаходзіцца ў гэтага вусатага рэжыму. Што ж, дзякуем за тое, што былі сёння з намі. Мяне клічуць Макс Моррисон, мяне саўдаўца Вераніка Мішчанка. Я таксама хачу нагадаць пра тое, што у нас у апісанні ёсць рэквізіты дабрачыннага фонду Хелен Мінскай, куды вы можете ахвяраваць свае грошы для таго, каб зрабіць свой унёсак у перамогу Украіны над рашысцкай агрэсіяй. Таксама я хачу нагадаць пра тое, што у нас у Беларусі больш за 1500 афіцыйна прызнаных палітзняволеных. Яны сядзяць за нашу і вашу свабоду, і таму не забывайцеся падтрымліваць іх сем'і, пісаць ім лісты, пасылаць ім паштоўкі. І ўсё гэта можна зрабіць праз розныя сервісы, напрыклад, пісьмо Бел, майстэрня паштовак салідарнасці, в клетачку.me. І вось на такой ноце мы будзем завяршаць нашу штотыднёвую праграму. Сустрэнемся на наступным тыдні. Жыве Беларусь і слава Украіне! Жыве вечна, героям слава! Ну, а у нас музыкальная пауза, як заўжды.